Каким был самый долгожданный подарок 100 лет назад? Ичиги – самая модная и популярная обувь того времени. В театре имени Кореева состоялся предпремьерный показ спектакля «Необыкновенные Ичиги». В закулисье побывала и наш корреспондент Анастасия Веселкова. Постановка в спектакле описывает момент подготовки к празднику Курбан-Байрам. В те времена его ждали как сегодняшний Новый год. Главный герой спектакля Ахмадул в предвкушении этого праздника, так как отец пообещал купить ему софьяновые сапоги, о которых он так долго мечтал. А вот сейчас в руках я держу те самые ичиги, о которых мечтал главный герой. Они очень красивые, теплые и сделаны из кожи. Наш главный герой их настолько хотел, что даже во сне они ему приснились, но абсолютно других размеров. Лисян Закирова совсем недавно начала играть в театре. Девушка поделилась, что роль в пьесе далась ей довольно непросто. Все потому, что в спектакле она играет юношу. Ну, сложности, конечно, были, потому что это мой первый сезон, моя главная роль, первая главная роль. Но вот потихоньку с поддержкой коллектива, с поддержкой главного нашего режиссера все пошло именно как надо. С самого детства актриса мечтала о двухколесном велосипеде. Каждый день она просила своих родителей осуществить ее желание. Однажды этот долгожданный момент настал, а эмоции счастья девушка хранит до сих пор. То вот детское ощущение вот этой радости. И вот сейчас вот на сцене, вот, да, конечно, примером вот я брала именно вот этот момент для себя, вот воспоминания свои детские. И вот так вот вытащила эту роль. Ичиги, или другими словами софьяновые сапоги, появляются на сцене в разных образах, от маленьких до огромных. Такие огромные эти сапоги мы внесли в спектакль, так как это сон, там метаморфозы такие, чтобы показать, что вот есть, можно вот так преподносить эту идею, можно совсем по-другому. Несмотря на то, что на сегодняшний день обувь для людей не имеет какого-то сакрального значения, в постановке за ичигами стоит довольно важная социальная проблема. Действительно, когда нет дружбы, когда нет человеческих отношений, когда в социуме человека не принимают, человек все равно преобразуется и говорит: да, действительно, надо быть богатым, чем внутри, чем материально. Возможно, через этот праздник, а именно желанные ичиги, главный герой хочет справиться со своими проблемами. Увидеть, помогла ли долгожданная обновка главному герою, вы сможете вплоть до следующего года на сцене театра Кореева. Анастасия Веселкова, Павел Лагунов. Новости на Первом городском.